Тюрки-кочевники стали переселяться из своих северных степей в южную часть Средней Азии еще в середине первого тысячелетия нашей эры, когда у них возник единый и могучий каганат. В дальнейшем этот небыстрый процесс никогда не прекращался, но следующая большая волна мигрантов была только во время монгольского завоевания, когда монголы включили в свое государство все кочевые народы. И, наконец, под самый занавес Средневековья Чингизид Мухаммед Шейбани увел своих людей с территории нынешнего Казахстана и основал могучую державу с центром в историческом Хорезме. С того времени и до сих пор Средней Азией правили тюрки. При этом оседлое иранское население, предки современных таджиков, никуда не делось. Эти люди сидели там с седой древности и с матом и скрипом держали города, медленно растворяясь во все более массовых волнах тюркских переселенцев. Но этот процесс не завершился и до настоящего времени. В Бухарском ханстве преемники державы Шейбани. Дружба народов здесь была на высоте, и мусульмане из всех народов жили вместе, женились, торговали, ходили походами против общих врагов. А потому, за исключением Кавказа и Афганистана, вряд ли найдется регион, где бы представители различных национальностей жили настолько смешанно. Таджиков в Узбекистане отличить достаточно просто, у них более европейская внешность и светлее волосы. До поры до времени это никому особо не мешало. Тюрки сначала занимались преимущественно скотоводством, иранцы с давних пор были хлеборобами. Но, разумеется, впитавшие кровь тех и других узбеки тоже больше отдавали предпочтение земледелию. Кроме того, одни служили в войске и держали в своих руках политическую власть, а другие были гражданскими чиновниками, торговцами и интеллигенцией. Разумеется, имелись и исключения. Но в общем и целом система была такая. Даже присоединение региона к Российской империи ситуацию никак не изменило, но в советское время наступила эпоха перемен. Сменившее ханство губернское деление давно устарело, и большевики решились на проведение реформы. Целью было разделить Туркестан на этнически монолитные части, из которых требовалось образовать новые республики, построенные по этническому признаку. В чем была проблема, я уже сказал. Почти везде тут было очень перемешанное население. Разные народы жили по соседству, а многие люди так вообще относили себя сразу к нескольким из них. Вопрос стали решать типично коммунистическим путем. Границы провели часто наугад, а представителей нежелательной национальности записывали по документам в другие народы. Если таджик жил на той территории, которую планировалось отдать Узбекистану, он в одну секунду становился узбеком. Если узбек поселился в горной части Ферганской долины, его записывали киргизом. Принцип был примерно такой. Но самосознание никуда не денешь. Сейчас официально из 33 миллионов жителей Узбекистана таджики составляют 1 миллион 500 тысяч с хвостиком, а неофициально – бог весть. Возможно, что и до трети всех граждан. Как и в древности, сконцентрированы они в основном в крупных городах. Переписи населения в этой стране не проводятся еще с советских времен, а потому точно этого мы не знаем. Но такие старые города, как Самарканд, центр империи Тамерлана и Бухара, столица шейбанидов, совершенно точно имеют большую долю таджиков, и их язык там можно услышать каждый день. Президент Таджикистана Имамали Рахмон как-то рассказывал, что на одном из собраний глав постсоветских государств у него были терки с коллегой из Узбекистана, Каримовым. Но они закончились достаточно мирно. Мощный телом и духом, руководитель Белоруссии их разнял и помирил. Но все же, делить людей по национальному признаку в 21 веке как-то некрасиво. Я считаю, что в Советском Союзе сделали достаточно скотский поступок, разделив республики по национальному признаку. Тем самым посев международную вражду народов, как мы видим по недавним событиям, не только в Средней Азии. Автор канала Рацебуш выступает за объединение всех ныне существующих государств в одну общемировую конфедерацию, но без национальных государств. Если данное видео вам понравилось, то будет не лишним поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо.